Испытано на себе. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. С вами я, Дарья Анкехова. Сегодня в рамках проекта «Испытано на себе» я попробую рассказать, показать, а самое главное объяснить, как нужно делать массаж. Видов массажа существует множество, но мало кто знает, как его нужно делать правильно. И действительно, самое главное – не навредить. Итак, мы начинаем. Мы находимся в центре незрячего массажа «Салгын», и рядом со мной находится мастер. Это Андрей Ильин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, ну давайте для начала немножечко представим вас, да, вот сколько лет вы вообще занимаетесь этой деятельностью, дабы наши зрители убедились в том, что вы профессионал своего дела. Ну, свой массажем я интересуюсь уже достаточно с раннего возраста, а профессионально занимаюсь уже около 3 лет. Около 3 лет. Да. Да. Но и сегодня множество людей же обращаются к вам за помощью, да? То есть вы на сегодняшний день занимаетесь в основном каким видом массажа? Лечебный массаж, оздоровительный, классический, вот таким видом массажа. Так, ну хорошо. Андрей, ну давайте мы начнем сначала, наверное, с того самого момента, который, ну, мне кажется, испытал каждый человек на себе, это тот самый самомассаж. Да. Ну, допустим, заболела голова, все начинают крутить у виска. Да. Правильно это или неправильно? Ну, возможностей очень много, но я бы хотел сегодня вам продемонстрировать один из методов, так называемый суджок-массаж, который можно делать самому себе, не выходя из дома. Вот, пожалуйста, присаживайтесь. Так, хорошо. И это делается на человек, каждый может выполнить на самом себе. Да, вот, к примеру, кисти рук. Да. Известно, что на кистях рук очень много биологически активных точек, и путем воздействия на них, просто нужно знать, где они находятся, можно избирательно действовать на органы, да, или части тела. Вот, к примеру, пожалуйста, можно вашу руку. Пожалуйста. Угу. Вот кисть. И здесь у нас есть несколько областей. Вот большой, средний, указательные пальцы. Они означают суджок части конечностей. Например, мизинец и указательный палец – это руки у нас. А средний и безымянный – это наши ноги. Ноги. Да. Большой палец – это наша голова. Голова. Да. А внутренняя часть ладони – это внутренние органы, да, со стороны живота. Перевернем с тыльной стороны – это со стороны нашей задней части спины находится вот положение вот так. И вот путем воздействия, вот, к примеру, на большом пальце вы самостоятельно можете массировать вот в этой данной дистальной части пальца. Тем самым, если у вас, к примеру, заболела голова, как вы говорите, можно вот путем вот массирования, разминания вот этих мест, можно улучшить себе самочувствие. Вот так, да? Да. Так, дорогие друзья, запоминаем, да, вот Андрей показывает, вот что нужно промассировать вот эту зону большого пальца. Да, фалангу. Да, фаланга. Если вдруг заболела голова, да? Вот по часовой стрелке надо или Да. Как-то хаотично? Без разницы. По часовой нужно. По часовой стрелке вот так надавливать, да? Заболела голова, Да, сколько примерно надо массировать? Ну, минуты 2-3 можно. Минуты 2-3? Вот Хорошо. по самочувствию тоже важно. Хорошо. Так, запомнили. Дальше. Далее, вот здесь вот, если у вас, например, в кишечнике беспокойство есть, да, можно вот в ладони по часовой стрелке тоже массировать круговыми движениями. Вот сами себе попробуйте. Так. Да, вот так достаточно интенсивно, вот так вот, большим так пальчиком. Вот. Да. Вот так вот. Вот. То есть, если что-то болит в животе, да? Да. Вот так вот. Если есть какие-то проблемы с пищеварением, да? Пищеварением. Ускорить пищеварение можно так, да? Да, таким образом. Хорошо. Можно воздействовать. А также, вот, например, у вас устали ноги, да, к примеру. Вот всю область вот этих 2 пальцев, вот считайте, вот мы стоим, вот человек стоит, да, вот его руки, вот это ноги. Здесь, соответственно, вот коленки. Вот где беспокоит, вот те места нужно обрабатывать. Ой, у вас так это ловко получается? Вот такими движениями. То есть усталость можно и так снять, не обязательно массировать ноги. Это такое, да, направление
Это суджок, массаж китайский. Что касаемо еще вот сидячей работы, да, многие наши телезрители, ну, люди, работающие в офисах, да, либо находящие за рулем, да, вот для них, может быть, какие-то советы есть по самомассажу? Ну, допустим, сидишь за рулем 12 часов, у тебя есть 20 минут перерыва. Что можно сделать вот себе любимому, дабы немножко работа показалась нам легче? Можно очень просто, да, лечь на кровати или диван на любую поверхность, завести руки за затылок, обе руки вот так, и поставить пальцы на затылочную часть. Вот есть тут у нас вот в волосистой части здесь затылочная кость, да? Да. Вот на края обработать вот эти затылочные края кости. Вот так, достаточно круговыми движениями. Или просто поставить, И лежать. и лечь на них, и малешко вот так немного голову вот так почувствовать под тяжестью своей головы, давление на пальцы почувствовать. И это очень хорошо снимает напряжение шеи. Шейно-воротниковой зоны, да? Вот здесь. Да. То Потому есть, что у нас все мышцы, вот основные длинные мышцы, они идут туда, крепятся к затылочной кости. Ну а теперь самое время, дорогие друзья, перейти к тому самому классическому массажу. Андрей с удовольствием нам покажет и расскажет, ну а мы уже готовы. Размяли ручки, у меня уже согрелись ручки, поэтому я готова повторять и испытывать все вместе с Андреем. Поехали! Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, мы находимся в массажном кабинете. Андрей готов приступить к работе, ну а я готова испытать на себе работу настоящего профессионального массажиста. Итак, у нас есть тут девушка, она готова. С чего начинаем, Андрей? Во-первых, нам нужно поинтересоваться о самочувствии. Девушка, вы как себя чувствуете? Хорошо. Вы готовы получить массаж, да? Да, очень хорошо. Она говорит, правая сторона ее беспокоит. Да, мы поинтересуемся, что ее беспокоит, узнаем и уже планируем свою работу. Вас беспокоит правое плечо, да? Ну, хорошо, понятно, спасибо большое. И вот, во-первых, прежде чем приступить к массажу, нужно подготовить руки. Да, руки у массажиста всегда должны быть теплыми. Это можно достичь вот такими движениями. Путем трения. Да, путем трения. Вот дайте свои ладони. Вот у вас очень теплые ладони, очень хорошо. Ну вот, давайте приступим. Всегда классический массаж начинается с поглаживания, да? Так, это вам. Вот здесь дозатор есть. Немного нужно нанести. Это обыкновенное масло, без запаха, без всего, да? Да, гипераллергенное, не аллергенное хорошо. масло. Гипоаллергенное. Да. Вот так нанесли. И нужно такими поглаживающими движениями в классическом массаже начинаем работу на дальней стороне. Вот такими движениями. От себя, От себя, да, туда. Вот это у нас длинные мышцы здесь расположены. И вот вдоль них. То есть от себя. Получается, вы работаете на моей стороне, а я делаю на вашей. Вы будете делать на моей, да, на мою сторону, на дальней. Вот такой принцип у классического массажа. Это вот если так посмотреть, не просто мы вот, почему я веду вот вверх, да? Я веду по току лимфы, да? По току лимфы произвожу массаж. Вот в этом есть суть. Последовательность, очередность и правильное направление. Нужно делать. Очень много нюансов в массаже. Так, Вот, пожалуйста, теперь попробуйте. Одну руку поставьте. Да, ставлю. Ведите вперед и вслед за ним вот вторую. Другую, да? Да, вот они вперед, чтобы одна рука шла вперед. Да. И за ней И следом за ней, да, последовательно. Вот смотрите, вот пошла одна, дошла до конца. И вторая за ней. И за ней, да. И без вот так остановки. вот, да? Да, Всё, и руки всё. должны вот так идти, вот так. Как паровозиком друг за другом, да? И вот так мы пошли и пошли. Вот так вот. Ну, это вот мы... Первое такое достаточно несложное движение, да? И оно должно быть где-то 25-26 движений в минуту. Вот с такой скоростью, не с быстрой. Не надо давить. Торопиться не Да, надо, торопиться давить не надо. да. Это первый контакт с массажистом, и мне его нужно успокоить, во-первых, да. Вот в этом тоже заключается суть. То есть поглаживание это Да. успокоение некогда Да. и Да, привыкание. И подготовка к массажу основному. Хорошо. И что характерно, вот этот прием поглаживания, да, он идет от начала массажа до конца, чередуя между приемами.
То есть поглаживание нужно всегда добавлять Всегда, массаж. всегда. Испытано на себе. Переходим к следующему этапу, это у нас растирание. То есть нужно нагреть кожу, подготовить, создать гиперемию, да, кожи, покраснение. И, в моем случае это я уже почувствую руками, когда кожа будет готова. К дальнейшему, следующему виду массажа это разминание. Это основной вид в классическом массаже. Растирание можно различными тоже способами применять. То есть вот такое очень простое тоже, на дальней стороне, опять же, ребром ладони, более такими интенсивными движениями. Вы должны чувствовать, что между вашим рукой и спиной создается трение, да, и, соответственно, кожа будет согреваться. Ну, я чувствую, как у меня руки согреваются. Да. Здесь навредить можно или нет? Нет. Нет, здесь навредить нельзя. Все. Но если мы все правильно делаем, то безопасно все. Так, значит, мы создали... Вот у меня кожа покраснела. Да, вы почувствовали, да? Да, что да, кожа да. покраснела? И вот обязательно погладили. Опять поглаживание. Погладили. Как вы себя чувствуете? Продолжаем работать. Так, дальше. Так, разминание. Первый прием разминания я хочу продемонстрировать на длинных мышцах спины. Они начинают свое начало берутся с крестца и идут до затылочной кости. Но мы работаем до 7-го позвонка разминанием. То есть вот такими движениями, видите, кладу руку, ставлю сверху вторую для отягощения и по длинным мышцам по сторону мизинца круговыми движениями поднимаюсь наверх. Не по позвоночнику, Нет, самое главное. здесь вот ни в коем случае на позвоночнике никоим образом нельзя работать. Запомните, дорогие Это друзья. вот это самая основная ошибка у массажистов. Мы работаем да. на мышцах, не на позвоночнике. И Да. круговые движения начинаем отсюда, с крестца, и ведем вверх к мизинцу. Крутим, к мизинцу крутим. Да, и к вдоль позвоночника по длинным мышцам спины поднимаемся до 7-го шейного позвонка и уходим в сторону плеча по трапециевидной кости. Да, это по трапециевидной мышце. Вот. Пациента, да, вывести руки вперед, вот перед собой. Да. В таком положении очень удобно расслабляются вот эти данные мышцы шеи. И вот сами потрогайте, пропальпируйте, как они стали. Вообще же не напряжены, мягко. Да, стало лучше, да, работать. Все понятно. Вот, видите, вот приступаю к разминанию. Вот. Опять, да? Да, вот сейчас подготовлю, масло немного нанес. Так, с обеих сторон нанес. И начинаю работать вот такими кольцеобразными движениями. Захватив мышцу, сдвинув ее, поднимаюсь, иду вверх. И обратно возвращаюсь. Такими движениями. S-образная, можно ее назвать. Когда кожа между пальцами в виде буквы S, видите? Вот так уходит. Так, вот это все происходит у него вот так как-то, да, у Андрея? Давайте вы попробуйте Так, с этой хорошо. стороны. Ставлю 2 руки. Вам удобно спина? Очень удобно. Вы можете ногу правильно поставить, чтобы вам было удобно. Упор должен быть, да? Да, упор. Когда впереди нога будет, и вам легче будет вот так работать. Хорошо. Все, дальше. Начнем вот с верхней части. Да. Хорошо. Захватываем мышцу и переминаем между пальцами. Главное, не спешите, вы чуть-чуть спешите. Поймали мышцу и ведем, ловим ее, перекатываем между пальцами, чувствуем. Потому что сильно можно человеку дискомфорт доставить. Так, а тут так мало места у вас, а у вас как-то так много получалось. Тут же совсем коротенькая траектория, да? Ну вот это, можно слегка даже вот, можно захватить вот, да? Ну, здесь вам, нет, скорее всего, неудобно. Вот смотрите еще раз, вот смотрите, вот я пошел, вот. Я, видите, не спешу, я вот на одном месте по несколько раз выполняю движение. Вот закончил, сразу погладил. То есть вот так вот, да? Мышцу захватили отсюда, вот она, и мы ее
ведем вниз. Ведем вниз. Мгм. Ведем, выводим. Вот так вот. Интересно. Да. Так. Вот такой вот приемчики. Погладили. Погладили. Не забыли. Мгм. Погладили. Вот, можно стать в продолжении, да, шейного массажа. Мгм. Я хочу, можно стать у изголовья Мгм. и вот кончиками пальцев здесь на затылочной кости все у нас вот основные шейные мышцы, мышцы спины, они вот сюда вот переходят и здесь у нас крепятся. Мгм. Кивательные мышцы здесь находятся. И здесь вот есть остистый отросток, Мгм. да, Мгм. вот, начиная с него, спиралевидными движениями подниматься вот вдоль затылочной кости, вот такими спиралевидными движениями. То есть эти места крепления. Самое главное в массаже обрабатывать места крепления мышц. Мгм. Здесь я, видите, не могу же его захватить, да, пальцами, да, Мгм. или что-то делать. В тех местах, где нет возможности разминать интенсивно, да, захвата мышц, там мы действуем по правилу легкого надавливания на место крепления, на костное ложе, так Ну, сказать. то есть надавить нужно, да, так Да, сказать. слегка. Надавить Вот и представьте, промассировать. надавить Да. мышцу к коже, Ага. костному ложе и сдвинуть его. Вот такая задача идет. Вот так, надавить и сдвинуть. Ага. Вот встаньте на мое место. Хорошо, сейчас встану. Так, ставим вот сюда, да, здесь. Вот мы чувствуем, где А, вот. мышцы закончились, мягкость, да? Вот здесь вот здесь вот видите, где затылочная кость, вот Ага. край затылочной кости, вот, Да, вот да, да, да. здесь надо, вот, Не под затылком, да, не под а затылком. я сразу в ямочку вот Здесь у нас, решила попасть. здесь осторожно, здесь у нас есть лимфатические узлы есть. Здесь вот, А надо, где вот эта косточка? да, на косточках. На косточках. Обратите внимание, не в ямочку, где мягко, а вот именно где косточка вот эта. Промассировать Круговыми круговыми движениями. движениями. Все понятно. Вот. Так, И несколько раз так. несколько раз. Так, а скажите, пожалуйста, Андрей, здесь в каких зонах вообще человеку нельзя, неопытному, даже чуть-чуть слегка надавить? Это может же реально навредить и даже, я так думаю, и упаси Господь, Да, до да, инвалидности довести. Да. Но это если, к примеру, мы уже, как дальше я вам говорил, на самом позвоночнике в конкурс. Вот на спине, на самом позвоночнике работать никакие Нельзя. виды нельзя производить. Никакие надавливания, никакие растирания, никаких движений лишних не стоит проводить. Потому что у людей паттерн, да, заболевания различны. Если мы произведем какое-то неосторожное движение, мы можем навредить человеку. А главный постулат какой у массажистов, это не навреди. Так же, как и в медицине. Да? Вот так вот. Вот здесь на позвоночнике нельзя. Да, вот. Еще Вот где если, нельзя? основной части, самая большая часть для работы, да, в остальных можно вот и по всей, вот и на лопатке, можно на основной части спины, везде можно работать. Кроме, да, вот в подмышечной области. Здесь не рекомендуется делать подмышечной области, никаких манипуляций. Также нельзя делать вот задней части колен, да, вот. Нельзя в задней части колен? Да, вот, например. Вот здесь, где икры? Нет, Нет, или выше, на вот сгибе? на сгибе. Здесь у нас тоже лимфатические узлы находятся. Вот здесь нельзя тоже? На сгибе, да. Здесь сгибе. нельзя, вот со стороны паховой области нельзя тоже манипуляции, никаких движений наводить, проводить. И также вот где локти у нас, вот сгиб. Локти. Да, То есть здесь на тоже. сгибах рук, товарищи, нельзя, ног нельзя. Это очень опасно, потому что там везде у нас Лимфоузлы. лимфоузлы. А вот в зоне, где есть у нас любимые мышцы, вот здесь, Всё ну там, лучше, да, можно поглаживать, да? Да, нужно Растирать. сперва подготовить свои мышцы к массажу. То есть это надо прогладить, разогреть и потом уже разминать. Ну вот Да. примерные основы массажа мы поняли, да? Но в домашних условиях лучше погладить, немножечко растереть Да. и слегка промять здесь мышцы, да, у нас Да. шейно-воротниковой зоны, немножечко поработать, чуть-чуть покрутить вот здесь, промять на голове. Все, этого в принципе для расслабляющего массажа достаточно, правильно? Достаточно, да. Да, а завершаем чем мы все? Завершаем. Есть такой тоже после разминания Как? можем применить вибрацию, да? А как в детстве можно вот так тыщ-тыщ-тыщ-тыщ?
Не лучше так? Нельзя так делать, да? Как? Бить. Вот Нет, так видите, прохлопывать. пить тоже нужно уметь, Бить? правильно? Бить надо уметь правильно. Похлопывание называется. Ага. Вот берем ладошку вот так вот. Вот. Видите, не плашмя будем ударять, а вот так вот будет Да. человек. И Вот может так тоже, да. Ладошечки. Вот так вот, видите? От середины края. Вот попробуйте так. Вот От середины? Ага, вот на позвоночнике тоже не работаем. Мгм. Вот здесь отсюда начнем и идем туда к низу. Вот так. Вот это, Ага. это самое. Елочками такой. Да, это В самое шахматном легкое. порядке. Так, вот это завершающий, да, момент? Да, еще можно кончиками пальцев. Можно вот наносить рубление, да, вот такое характерное, не ребром ладони, а вот пальцами. Вот смотрите, вот. А я-то тоже думала, что если так, то надо бить аж вот так вот всей ладошкой. А на самом деле пальчики, Пальчики товарищи. работают, да. Вот, Ну-ка. вот так вот попробуйте. Тогда же это не больно. Вам не больно будет, и пациенту тоже. Можно стать вот у изголовья, да, Ага. и вот вывести руки сюда, вот, где заканчиваются у нас 12 ребра, да, вот сюда, и идти сюда вот так, очень хорошо. Вот. Расслабляет, Во, да? вот так вот. О, вот так вот пальчиками. О, ну у вас и работа не из легких, Андрей. Ну, что поделаешь, работать надо, надо приносить здоровье людям. Да, а вы как решили стать массажистом вдруг? Ну, я повстречался с интересными людьми, которые мне рассказали многое. Ну, я всегда хотел работать в этой области, и мне просто интересно было. Нужно, чтобы достичь совершенства, это надо всю жизнь учиться. Ежедневно. Да, ежедневно, работая, читая, главное, читая, и получая информацию, перенимая опыт у других, обучаясь. Это вот такой нескончаемый процесс. Потому что с каждым разом все равно узнаешь все что-то новое и интересное. Новые, да? Да. Ну а скажите, все-таки мы же сегодня находимся в центре незрячего массажа, да? И ни для кого не секрет, что по миру очень много практикующих массажистов, именно, значит, слабовидящих, либо незрячих, да? Говорят, что у вас, наоборот, особое, знаете, такое восприятие тела, мышц, то есть вы немножечко иначе воспринимаете все вот эти самые мелочи, которые, возможно, человек со стопроцентным зрением не видит. Ну да, конечно, это же у нас, у слабовидящих и незрячих, тактильность очень хорошо развита на кончиках пальцев. И, соответственно, мышцы, да, мы вот пальпируя, узнаем много, нам тело рассказывает очень много. Помимо, например, если бы мы видели бы, да, ну, тоже бы оценивали, но вот в данном случае нам очень помогает наше вот осязание тактильное. Это да, действительно, это работает, это не миф. Вот в таком роде. Вот примерно. такая у вас интересная работа массажиста, да? Да. Ну что, спасибо большое, Андрей. Мы благодарим вас за то, что приняли нас в центре незрячего массажа. Отдельное спасибо за то, что научили нас классическому массажу, показали основы. Напоминаем вам, дорогие телезрители, о том, что при выполнении таких манипуляций необходимо, конечно же, соблюдать все меры безопасности, будьте аккуратнее, берегите своих близких, себя, ну и лучше, да, без надобности не делать этого дома, правильно? Да, потому что я добавлю, да, массаж, он всем практически показан, всем даже здоровым людям, да, но у него есть очень много противопоказаний. Это нужно всегда консультироваться с лечащим врачом. Обязательно. Обязательно. Да. Ну а мы покидаем это замечательное место и движемся далее. А далее поговорим мы о баночном массаже. Испытано на себе. Дорогие друзья, мы продолжаем испытывать на себе великолепный, а самое главное, полезный массаж. О лечебном, спортивном и оздоровительном массаже мы уже поговорили, ну а сейчас самое время узнать, что же такое баночный массаж. Мы находимся в студии «Парамассаж», рядом со мной находится мастер по массажу, это Кириллина Мария. Мария любезно сегодня согласилась показать и рассказать, что же такое те самые волшебные баночки. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, ну подскажите, как выглядят баночки 21 века, потому что многие наши телезрители, наверное, сразу подумали про те самые банки, которые нагревались, да? Хорошо, да. Раньше у нас наши бабушки
мамы использовали стеклянные банки, ну, в основном от простуды, да, для повышения иммунитета. Они также с успехом используются сейчас в основном для общего оздоровления. Баночки уже сейчас более современные. Раньше стеклянные баночки, в баночках выжигался кислород огнем, с помощью огня, и уже ставились конкретно на спину. А здесь баночки уже пластиковые, либо бывают силиконовые. Вот разница. Такие, да. Есть пластиковые, есть силиконовые, друзья, смотрим. Мгм. То есть и это уже, в принципе, один и тот же эффект? Эффект, можно сказать, один и тот же, но, допустим, в пластиковых мы можем кислорода выкачать больше, да, чуть больше. Ага. Силиконовый тоже зависит от его плотности, мягкости и величины. Мгм. Мгм. Так, ну сегодня мы испытаем на себе, а точнее говоря, вот на нашей модели, да, так сказать. Ну что, готовы? Давайте начнем. Так. Для начала спинка у нас уже должна быть разогретая лучше или вот в холодном состоянии? Конечно, спина желательно должна быть разогретая либо после бани, либо, ну, после массажа, да, допустим. Ну да, вот у нас И- человек сразу видно, спинка розовая, потому что вот только-только человек побывал на массаже, да, и поэтому уже разогрето видно. Перед тем, как поставить банки, нужно обязательно нанести либо масло, либо крем, чтобы смягчить кожу, не повредить при постановке банок. Вот я, допустим, наношу масло на всю спину. Так, а я за вами повторяю, да? Мгм. Вот так вот. Ну, можно не слишком не Увлекаться. маслить, да? Ага. Иначе, если мы слишком на сухую кожу поставим, то можно повредить, да, различные повреждения, трещины могут быть. Кожа не подготовлена. Вот. Ну, банки в основном ставятся на мышцы. На зону, А, там, где да. мышцы, да? Но Где я, мышцы, Я, да. например, понятия не имею, где мышцы. Вот, для этого, конечно, хорошо бы знать анатомию. Визуально. Но вы примерно знаете, где позвоночник, правильно? Да, Вот да. посередине, да? Позвоночный столб. Да. В основном для начинающих, допустим, хорошо бы ставить вдоль позвоночника на длинные мышцы спины. Также здесь трапециевидная и под ним еще ромбовидные Так, мышцы. давайте покажем поближе. Итак, вот мы видим позвоночник, он здесь идет по Мгм. центру. Вот эти мышцы вот сюда ставим, на эту зону. Вот, можно между лопатками, вот, Вот, между. лопаточки видим. Вот да. здесь бывает часто у людей спазмированы мышцы Мгм. на Сюда крыльях баночки. лопаток. И вот можно вот прям по мышцам тоже. Хорошо. Сверху вниз вот так. Так, ну давайте тогда разделим зоны. Правая зона будет ваша, а Мгм. левая зона будет моя. Я буду Хорошо. повторять все то, что вы будете делать на правой. Мгм. Дабы не навредить. Самое главное не навредить, да? Ну, также, допустим, вот они имеют разные размеры, да? Да, мы видим, обратите внимание, Мгм. B2, да, B4. Более крупные, они на крупные мышцы. Более, чем мельче, это значит на более тонкие, на более такие, вот, допустим, вот здесь труднодоступные места, да, получаются. B4 у меня. Можно взять вот Еще мельче есть. здесь вот, в районе, еще более мелкий поставить, да? Да, да, да. С помощью такой, как это называется, насос, да? Вставляем, можно вот так вставить. Ага. И прям куда вам нужно вставляем и буквально 2 раза для начала. Да. Потом уже с каждым сеансом можно чуть-чуть увеличивать. Так. Ой, страшно даже немножечко. Так, вы показали вот эту Да, зону, выбрала правильно? да. Вот сюда так ставим. Мгм. И буквально пару раз, да? Пару раз. Раз, два. Да. Мгм. Мария, чтобы... Опс, а снять? Потом просто вот так Мгм. ага, А вынимаете. если я перетяну, что будет? Если вы с первого сеанса перетянете, то это тоже не очень хорошо. Сразу нельзя давать такую нагрузку. То есть это будут сильные болевые ощущения и в дальнейшем такие более синяки. Хорошо. Так, два раза достаточно. Да. Хорошо, дальше куда ставим, на какую зону? Со следующего сеанса вы можете увеличивать, конечно, чуть-чуть, вот, Ага. допустим.
Так, ну у нас первый сеанс, Мгм, поэтому мгм. далее следующая зона. Ну, можно попробуйте, допустим, силиконовые, да, баночки. Мгм. Также продолжаем вдоль, ну, тут Позвоночника. можем вдоль позвоночника, да, дальше. Силиконовая. как Силиконовые уже ставятся вот, ну, либо мы сначала нажимаем и ставим, О, это вообще проще да, простого. проще простого, либо Ой. поставили и тоже делать и нажим. Так, вы Тут, говорите, тут поставили. тоже можно регулировать. Чем меньше ты делаешь нажим, тем меньше всасывание. Ой, мамочки, обратите внимание. Оп. Оп, все получилось. Мгм, Вот мгм. силиконовые. Так, ну и самое главное, мы не поговорили, Мария, с вами о том, какие показания, да, вот вы же сказали, это профилактика простудных заболеваний, да, повышение иммунитета, да, и расслабляющий эффект. Да, именно. Вот вы практически все правильно подсказали. И, ну, в том числе, конечно, снятие мышечного спазма, да. Мгм. Если у людей где-то очень напряжены мышцы, ну, при остеохондрозе это милое дело. Более крупные, допустим, можно на широчайшие мышцы, да, ставить. Более крупные банки. Широчайший у нас где-то Да, вот в здесь. районе под ребрами, да. Уже 2 раза сделали, все. У вас тут так ловко получается, да, сразу видно, человек опытный. Так, делаем вот сюда. И раз, два. Хорошо. Так, пошли у нас синенькая большая побольше. Она чуть побольше. Синенькая побольше. Ну, можно тут ближе. А, то есть вы чувствуете тонус мышц, да? Мгм. Где напряжение, да? Мгм. Техническую часть. И вот по размеру вот это подожду. Так, далее, значит, вот, допустим, сделала сегодня, следующий сеанс, через какое время я могу повторить? Ну, в принципе, если человек ходит на массаж, мы ставим в течение курса. Допустим, человек курсом посещает массаж там, от 5 до 10 сеансов, и мы Мгм. можем уже в течение со второго сеанса начинать ставить каждый день баночки. А, то есть можно, По в принципе, 5-10 минут, да. 5-10 Но, минут. конечно, не стоит в течение, допустим, полностью всего месяца, допустим, каждый день ставить. Ну, то тоже. есть двухнедельно, да, Мгм. достаточно? 2 недельки, каждый день релаксировать. После этого нежелательно переохлаждаться, Мгм. нужно беречь себя. Ага. Так, ну у нас уже 5 минут подходит к концу. Теперь следующий вопрос. Поставить-то вы меня научили, а вот снять как Мгм. правильно? Ну, тут проще простого, вот это вот, как сказать, Желтую да. такую Просто штучку. выдергиваем, И и воздух. воздух выходит. Вот это хороший знак, когда остается такой след. Это нормально. Ну, это нормально, да. Это В отлично. принципе, бывают прям багровые такие большие пятна, что говорит о застоях крови. С Так. помощью банок улучшается кровоток, лимфоток. Тем самым у нас что улучшается? Обмен веществ. Ткани получают необходимое питание. Мгм. Также, А вот вы продолжаете вот так массировать, да? Это просто так для ну, это немножко, расслабления, да, да? вот это вот, промассировать эту зону то, нужно, что да? следы остались, я немножко Мгм. их. Так, далее мы ставили вот на большую группу мышц, да? Мгм. Снимаем. Снимаем. Вот здесь уже розовенький, да? Мгм. Потому что тут эффект всасывания больше получается, да? Чем больше банка, тем она сильнее подкожных тканей всасывает. Да. Кожу, подкожно-жировую. Вот, смотрите, обратите внимание, какие у нас тут следы остались, да? Но это не надо пугаться, да, это совершенно естественные вещи после процедуры баночного массажа, да? Мгм. А вот я видела, Мария, такую еще технологию, когда баночку ставят вот наверх, вот сюда, Мгм. присасывают, и потом вот так поэтапно начинают спускать вниз. Мгм. Это хорошо или плохо? Или Да, это просто это разновидность массажа? разновидность, да, баночного массажа, динамический, да, Мгм. когда используется баночку, двигают в основном в сторону лимфоузлов, да, в сторону лимфоузлов, так, и обратно уже оттягиваем баночку. Но такой способ используется чаще всего для
антицеллюлитного эффекта. Женщины, девушки что? для похудения улучшается, Ну-ка. что тонус кожи, Так, теперь я Уп- должна испытать тот самый антицеллюлитный массаж, да? Так, вы упругость. делаете вот так, Да, и вот мы присосали. ведем под лопатку, да, вот так. Вот И под обратно. мышечным лимфоузлом. Вот И так. обратно. Обратно чуть-чуть оттягиваем, А. чтобы Так, дорогие друзья, запоминаем. Вниз спускаем, вверх немножечко оттягиваем. Это не очень-то и сложно. Здесь, кстати, мне кажется, навредить практически невозможно, да? да, улучшается тонус кожи. Ну, на проекции почек, конечно, нежелательно, да, ставить банки, допустим, на проекции почек. А можно Это, делать... допустим, можно использовать на бедрах, да, больше. Да, вот я там, где хотела больше сказать, проблем, на ноги, да? То есть вот Апельсиновая такие... корочка. Сейчас после этого все телезрительницы приобретут силиконовые Мгм. баночки, у кого есть проблемы, да, и будут ставить их сами себе. То есть можно поставить вот так на зону бедра, да, Мгм. и тоже вот вверх-вниз, да, проводить. Ну, в основном вот так вверх, вниз. Если вниз, то оттягиваем чуть-чуть. Так, вниз оттягиваем, да, вот по ноге, если. Девочки, а запоминаем. вверх уже более прижато, да. Прижато. Мгм. Вот так вот. То есть это один из вариантов, это не противопоказание, это правильно? Это Да, можно. Это можно. Это косметический вид массажа. Вот получается. так вот. Косметический эффект дает. Процедуру как мы Вот знаем? такие маленькие баночки есть. Они используются для лица. Тут. Так, чтобы у нас лицо тоже питалось и лимфодренажный эффект дает. Ну, это не должно быть присасываем и оставили, да? Нет, конечно, мы, допустим, на лицо также нанесли там масло, крем, увлажнили и по массажным линиям вводим. Это вот так вот, как мы водили, да, вот здесь, Да. туда-сюда. Тут то Да. же самое. Присосали, оттянули. По массажным линиям, да. Ну, потом, конечно, вот так спускаем тоже все к лимфатическим узлам. Мгм. Так, самое главное, на какую зону ни в коем случае нельзя ставить баночки. Вы сказали, это зона Проекции почек. почки. Почки не ставим еще. Мгм. Ну, если вы начинающий, да, Да. то пока на позвоночник тоже не надо ставить. На шею тоже, если начинающий, не нужно. Тут определенные различные виды других банок, да, используются акупунктурные. Ну и все, в принципе, особых таких запретов больше нет. Вот так вот. Ну что, мы прикроем, да, нашу В некоторых случаях Помощница. даже на живот ставят, да, банки. на живот. Мгм. Значит, да, можно на спину, даже на лицо, вы говорите, можно вот так делать массаж, да, на ножках, да. И вот, в принципе, все очень просто, да, Мария. Главное было бы желание, да, и самое главное, перед тем, как делать баночный массаж, проконсультироваться нужно с врачом, правильно? Специалиста, да. Со специалистом. Ну а если вдруг вы не доверяете своим родственникам делать это на вас, или же сами боитесь это делать, обращайтесь к специалистам, ну вот, к примеру, к Марии Кириллиной. Мгм. И обязательно вам покажут. Сначала, мне кажется, нужно сходить попробовать, правильно? Вот как я. Да, конечно. А потом уже, в принципе, можно это делать и дома, потому что баночный массаж, в принципе, он не такой опасный, правильно? Не такой опасный. Да, то есть такой щадящий вид массажа, но самое главное полезен. У нас не уснул человек? Нет? Вот скажите, а может вы немножечко поделитесь ощущениями? Когда вот баночки ставили, да? Вы же слышали, вот сначала пластиковые поставили, да? Больнее были пластиковые или силиконовые? Отличий нету, да? Хорошо. А когда вот мы водили вам баночками, как вы себя чувствовали? Очень хорошо, да? А вообще первый раз ставили баночки или уже был опыт? Уже был опыт и, в принципе, хорошая вещь, да? Да, Советуете? советую. Советую. Все, спасибо большое, мы не будем вас больше задерживать. Дорогие друзья, на этом время нашего эфира подходит к концу. Мы благодарим студию «Парамассаж» за то, что приняли нас в гости, рассказали, показали все. Ну а самое главное, мы все испытали на себе. Увидимся, до новых встреч, всего доброго. Испытано на себе.